Израиль – мировой лидер по темпам вакцинации. В стране привиты порядка 60% населения. В чем уникальность этого зарубежного опыта? Обсудим это прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами по видеосвязи доктор Роман Барак. Расскажите, пожалуйста, какую ситуацию сейчас видите вы и в чем секрет такого высокого уровня вакцинации? Безусловно, происходит все то, что происходит в мире, но платформа и фундамент совершенно иные. Сегодня у нас 50 человек госпитализированных на 10 миллионов населения. Вы можете понять эту разницу между всем остальным миром? Поэтому мы совсем не боремся за грипп, и мы не боремся за так называемые сопельки, потому что цель должна быть совершенно другом. Предотвратить тяжелых таких больных и попадание их в клиники, и предотвратить смертность. Вот это мы достигаем сегодня совершенно в ином режиме и масштабе, нежели чем то, что было при начале развития пандемии, когда, безусловно, была совершенно другая картина. Сегодня мы открыли аэропорты, и люди, безусловно, полетели и из Израиля, и в Израиль. Но мы открыли аэропорты только для израильтян, и поэтому, безусловно, мутация зашла сюда, в страну, и люди не вакцинированы, и таких остался миллион. Привитых, безусловно, не 100%. Все младше 12 лет. И до сих пор остаются более 500 000 человек, которые не привиты. То есть это 85% населения, которые имеют сегодня иммунитет, 15 нет. Вот эти, которые нет, заражаются. И заражаются, безусловно, индийским штаммом гораздо больший процент, который вакцинирован. Но нас это совсем не пугает, потому что эти люди не приходят и не попадают в больницу. Сегодня на всю страну госпитализировано 50 человек, из них только 20 вентилированы. Все. Это люди, которые даже из этих 20, может быть, будет 1-2 человека смертности. Но не более того. Поэтому это совершенно другая картина, нежели чем та, которая была в начале эпидемии. И поэтому в Израиле сегодня не введены никакие ограничения, кроме как маски, безусловно, в закрытых помещениях. Все остальное открыто. Страна живет нормальной жизнью. Как вы оцениваете опыт Израиля по вакцинации и как убедить людей, которые сомневаются, делать ли им вакцину, почему это важно? Вы знаете, они герои тогда, когда они сидят у себя дома в хорошем здравии духа. Вот тогда они великие герои. Вот их надо всех вместе взять туда, где люди умирают и задыхаются. Вот там эти герои быстро становятся, вы знаете, мини-героями, которые просят маску, просят спасти их жизнь, согласны на все, на любую прививку и иногда даже готовы выпрыгнуть с 7-го этажа, но только чтобы не задыхаться. Потому что никому не желаю испытать как реаниматолог, как человек, который сам перенес 2 раза эту болезнь, никому не желаю испытать, что такое, когда тебе закрывают воздух. Это аналогично утоплению, это аналогично тому, что тебе наложили на рот какую-то повязку, которая не пропускает воздух. Эти ощущения я не желаю никому испытать, поэтому, в общем-то, этот героизм, который сегодня связан с тем, что пропаганда против прививки, он быстро исчезает и тает, когда эти люди сами попадают в условия этой болезни. Доктор Барак, есть такое мнение, что люди, которые не вакцинируются, они отнимают возможность у других людей, больных другими заболеваниями, получить своевременную квалифицированную помощь. Это другие сложные заболевания, например, сердечно-сосудистые, либо онкология. Врачи вынуждены отвлекаться на ковид. Вы согласны с этим мнением? Как вы можете его прокомментировать? И что бы вы сказали людям в этой ситуации? Из-за того, что есть корона, безусловно, во многих, и в том числе в Израиле, во многих странах, во многих больницах отменили плановые проверки. И, конечно, это приведет к тому, что посткоронный период приведет к резкому росту заболеваемости, особенно из-за того, что нет превентивной медицины, которая планово отсрочена. Отсрочена, не выполняются ни онкологические, ни кардиоваскулярные скрининги вовремя. Каждая отсрочка на 3 месяца увеличивает в среднем на 2% в мировом масштабе рост заболеваемости. Поэтому мы получим рост и онкологии, и кардиоваскулярной болезни, и смертности по завершению короны, который пока его не видно, этого конца и завершения.
но это будет безусловно. Произойдет, и мы должны понимать, что это все взаимосвязанные вещи, и надо, в общем-то, вернуть как можно быстрее медицину плановую в свое русло и дать возможность людям заниматься, и врачам, и пациентам, заниматься и короной, и всеми остальными проблемами, которые не связаны с этим вирусом. Вы уже отметили, что сейчас в Израиле идет активное вакцинирование подростков, детей с 12 лет. Что вы видите? Как идет этот процесс, на ваш взгляд? Абсолютно аналогично тому процессу, который связан со взрослым населением. Мы не видим никаких абсолютно серьезных побочных эффектов. Более того, я вам скажу, что в Израиле рекомендуется, проходит и абсолютно благополучно и успешно проходит вакцинация беременных женщин, кормящих матерей и вакцинация людей, женщин, которые, в принципе, сегодня в процессе искусственного оплодотворения или на стадии подготовки к беременности. И нет никаких абсолютно заявленных, доказанных сведений о том, что есть какие-то серьезные эффекты. Но мы, конечно, говорим в основном о Pfizer, потому что в Израиле прививается население вакциной Pfizer. Как вы можете прокомментировать вот следующую тему? Почему среди умерших от ковида порядка 80% это люди в возрасте 60 лет и старше? Что делать, чтобы они не попадали под ИВЛ? Но еще раз мы возвращаемся к вопросу, который не может быть иначе интерпретирован, кроме вакцины. Вы не можете защитить это население никаким образом. Невозможно герметическое закрытие этих людей, изоляция их, изоляция на долгий период. Это может длиться 2 недели, 3 недели, месяц. Но мы с вами уже находимся 1,5 года в этом процессе, и пока конца не видно. Поэтому герметическая изоляция этой популяции старше 60 не произойдет. Но я хочу, чтобы те, кто слышит меня, абсолютно четко для себя понял, что в этом вирусе сегодня нет никакой закономерности. Есть 20-летние люди, которые развивают более тяжелую патологию, умирают, в сравнении с теми, что в 80 лет быстренько и иногда благополучно выходят из этой инфекции без никаких осложнений. Поэтому абсолютно каждый непредсказуемо расположен развить смертельное осложнение. И не говоря уже о том, что может быть как постковидный синдром, когда люди инвалидизируются и не могут жить нормальной жизнью уже, и 2 шага заставляют, в принципе, дышать как паровоз, потому что возникает дыхательная недостаточность и тяжелый легочной фиброз, не позволяющий вернуться ни к нормальной жизни, ни к работе, ни к каким планам, которые любой человек в этой жизни перед собой ставит. Доктор Барак, а что станет для вас маркером, что пандемия уходит? Я думаю, что мы должны понять, что она никуда не уйдет. Вы помните какой-то период нашей жизни без того, чтобы была какая-либо эпидемия гриппа? Не помните и не вспомните. Точно так же корона превратится в грипп, который бесконечно будет мутировать, и планета будет с этим жить, потому что большая часть планеты не может позволить себе привиться. Не те, кто имеют вакцину под носом и не прививаются, большая часть планеты не может позволить себе принципиально привиться из-за отсутствия возможности или вакцины рядом. Поэтому эта проблема будет с нами. Мы будем с этим жить. И, вероятно, от полугода раз до год раз придется делать вакцинацию. Сегодня в Израиле началась 3-я прививка. Будут делать вакцинацию, потому что выхода нет. Пока Pfizer зарекомендовал себя как вакцина, которая держит титры антител полгода, не больше. Через полгода начинается падение. Сколько времени она защищает, это большой вопрос, который еще только предстоит ответить. Но большинство населения потребует ревакцинации 3-м уколом через полгода. И, скорее всего, так мы будем жить. И это время возьмет достаточно длительный период. Доктор Барак, клиника Хорев активно сотрудничает с Башкортостаном. В каких областях и каким образом поменялась сейчас форма взаимодействия клиники с республикой? Что вы можете рассказать нам? Пока были открыты границы, мы могли осуществлять приезды израильских специалистов на территорию Башкирии. Мы могли осуществлять
приглашение пациентов, которых мы считаем нужным и которым мы можем помочь. Вместе вот с Кариной Владимировной, которая руководит этой деятельностью и помогает очень огромному количеству детишек, мы забрали много детей сюда на лечение, когда это было физически возможно, пригласить и дать вот такую физическую помощь здесь. Сейчас все эти границы оказались закрытыми, уже 1,5 года наше взаимодействие ограничилось только онлайн-консультацией. Это ежедневная, иногда ежечасная помощь, ответы на вопросы в лице наших профессоров. В реал-тайм, в живом режиме времени общения с пациентом, с врачом, с родителями, с семьей, когда эта консультация, в принципе, осуществляется по всем площадкам, интернет-платформам, Zoom, Skype, FaceTime, когда люди видят своего специалиста, ответчика на вопросы, когда получают официальное заключение, и вслед за этим следует вот такое вот сопровождение, это еще масса ответов на вопросы, как правило, после этой консультации. Поэтому мы сегодня, к сожалению, можем помогать только по средствам связи и интернету, но нет возможности физического присутствия ни пациентам у нас, ни нашим специалистам в Башкирии. Но онлайн это тоже огромная помощь понять, что человек имеет, услышать второе мнение, куда, в каком направлении двигаться, какими препаратами лечиться, какая должна быть тактика контроля, с какими исследованиями и с какой частотой времени. Это огромная помощь, которая, пусть не полная, но тем не менее позволяет ответить на большинство и подавляющее большинство вопросов, которые имеет любой человек с проблемой здоровья и угрозой жизни очень часто, что он имеет и как ему жить дальше. Вот это вот сегодня рамка, которая ограничила наше сотрудничество. И очень надеемся, что скоро эти границы откроются и сможем быть у вас в гостях в Башкирии, и ваши земляки, пациенты из Башкирии смогут приехать к нам. Доктор Барак, и в завершении нашей программы все-таки каким образом мы должны победить пандемию коронавируса? Что каждый из нас может сейчас сделать? Значит, повторяю снова, нет никаких противопоказаний, которые трактуются в той или иной форме, как состояние, имеющее медотвод от прививки. Нет такой проблемы. Вы знаете, я очень часто слушаю матерей, которые прилетают к нам с своими детьми, которыми, видимо, как-то либо получен медотвод от прививки коклюша, дифтерии, кори. Эти врачи и эти мамашки не понимают, что от дифтерии просто ребенок умирает. От столбняка, от кори и от коклюша дети погибают. Причем иногда в считанные секунды. Ни от какой прививки нет угрозы жизни. Это может быть аллергическая реакция, это может быть температура. Но опять-таки я сейчас совершенно не собираюсь говорить там о качестве той или иной вакцины. Мы говорим с вами о принципе вакцинации. Нет медотвода от прививок, потому что ковид убивает. И все то, что я сейчас перечислил, не только для детей, но и для взрослых, это болезни, которые являются угрозой жизни. Поэтому никаким образом невозможно поставить на весы. И никакие медотводы не могут служить причиной тому, чтобы отговорить себя, других от этой прививки. И это единственная сегодня, к сожалению, мера, которая спасет человечество дальше от ковида. Доктор Барак, благодарим вас за такое интересное интервью, за ваши интересные ответы. Спасибо вам большое. И это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Мы обсуждали зарубежный опыт Израиля в борьбе с коронавирусом.